Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня такой достаточно, может быть, немного несерьезный будет выпуск, но тем не менее в качестве эксперимента, в качестве небольших испытаний для понимания тех или иных моментов, я думаю, будет достаточно интересно. Ну, сейчас у нас на улице уже такие устоявшиеся морозы, около 35 градусов. И сегодня мы поговорим с вами о том, и испытаем, да, проведем несколько испытаний, чтобы узнать, как можно вскипятить воду в лесу. Вот. Ну, вряд ли кому-то придет в голову кипятить воду прямо на открытой местности, да, тем более теми вещами, которые сегодня мы будем испытывать, но тем не менее, мало ли что, чтобы знать, есть ли такая возможность в общем и целом. Так, ну, во-первых, у меня такой небольшой рюкзачок, я буду иногда туда заглядывать. Вот, а хотелось бы начать с плитки, да, плитка газовая. Вот, еще раз убедиться хотелось бы, что газ на морозе не работает. Плита походная. Так, с пьезоподжигом. И, по-моему, примерно... Сейчас посмотрим, насколько там полный газовый баллон. Примерно наполовину. То есть вот слышно, что там газ есть. Вот пока я с вами разговариваю, сейчас я его заряжу и включу. Так, сейчас у нас время 52 минуты. И посмотрим, сколько он проработает на морозе. Я его вытащил из дома, он был в доме, потом двигался в машине. И буквально только что я его вытащил на мороз. Хотелось бы сказать, да, что сегодня у нас такие не особо прямо экстремальные, да, не надо думать, что я пришел откуда-то из леса и так далее, да, то есть все у нас хорошо. Я попросил свою супругу побыть оператором. Сегодня такой у нас выходной, по идее, день, вот, ну и, соответственно, она сидит в теплой машине, и будем вам показывать и рассказывать сегодняшние моменты. Так, ну, плиточка у нас готовится, значит... К чему я вообще, эта идея почему у меня возникла? Многие из вас, думаю, смотрели выпуск, где мы летали на закрытие рыбалки, причем делали это на вертолете, на Ми-8. И там у меня была на испытании таком небольшом вот такая вот, как сказать, щепочница. Щепочница достаточно такая увесистая. Вот. Много в ней элементов, но мне как бы она не особо понравилась в плане того, что, во-первых, она тяжелая по весу достаточно, и плюс то, что у нее очень много частей, которые, ну, долго собираются. Совсем недавно я взял одну вещь, тоже щепочница, заказал и как бы смотрел, то есть такой вариант, когда у вас нет возможности взять с собой газовый баллон, да, или бензиновую горелку, соответственно, с топливом. Вот, вот такая небольшая щепочница, которая сегодня станет, можно сказать, героем нашего выпуска. Вот, мне нужно, главное, на нее посмотреть, как она работает, и в целом, соответственно, вам все это рассказать и показать. Так, друзья, кстати, за разговором у нас получилось так, что плитка у нас почти погасла. Плитка у нас почти погасла, то есть практически не греет, хотя стоит на максимуме. То есть у нас газовый баллон замерз и не функционирует. Произошло это за 4 минуты. Все, погасло. То есть наглядно я вам показал, что газовые плиты на морозе не работают. В целом даже можно не рисковать особо и не брать с собой, даже если у вас те же минус 10 или минус 5 градусов, все равно оно у вас как бы не особо вам поможет. Хотя мы снимали один сюжет в Тамоте, и местные рыбаки рассказали один лайфхак. Делается следующим образом. Сюда ставится медная пластина и заводится немного к огню, чтобы она его нагревала. И таким образом нагрев переходит на сам газовый баллон. То есть тоже такой вариант имеет место быть. Возможно, в одном из выпусков мы тоже про это попробуем показать и рассказать. Так,
теперь плитка нам больше не нужна. Показала свою неработоспособность на морозе. Так, ну его уже скоро на пенсию надо запускать. Так, уберем. Кстати, она, наверное, нам пригодится. Так, ну что, продолжаем. Теперь непосредственно к самим нашим экспериментам перейдем. Вообще, надо сказать, что раз уж у нас в руках, ну, так вот абстрагируемся от всего, да, в руках есть с собой такая вот щепочница, и нам нужен инструмент, с помощью которого мы будем добывать щепки, ветки и так далее. Само собой, это, скорее всего, будет нож. Причем хотелось бы также рассмотреть такой нож. Конечно, куда без якутского ножа. Вот такой вот стандартный достаточно якутский нож, но у него еще есть здесь огниво. То есть оно идет в комплекте. Сегодня в том числе попробуем здесь вот прямо, я не брал с собой никакие горючие материалы и так далее. Постараюсь найти вот в этом лесочке, может быть, какой-то мох, что-то такое очень легко воспламеняющееся, и попробуем с вами это все дело зажечь. Так, ну, начнем. У нас, кстати, солнце уже практически садится, хотя на часах еще даже нет 2 часов дня. Скоро станет совсем темно, надо торопиться. И немного даже прохладно становится. Так, я поставил головную камеру. Сейчас пойдем искать что-нибудь, что можно разжечь. Так, возьмем ножик. Так, у нас есть березки. Береста очень хорошо горит. Береста хорошо горит. Давайте найдем что-нибудь такое, чтобы нам понадобится немного бересты. Берем кустарника. В общем, набираем щепки. Так. Вот эта палка. Все пригодится. В лесу хорошо. Морозно. Так, на исходную, вот я уже пришел с хворостом, если так можно сказать. В целом, если взять это все и поджечь спичками или зажигалкой, то это будет не так интересно. Вначале попробуем это сделать с помощью нашего огнива. Так, для этого расчистим площадку. Так, кстати, теперь тебя видно. Помаши ручкой. Так, сама по себе щепочница состоит, во-первых, она из титана. Заказал я ее на всем известном сайте, где продаются разные, в том числе безделушки. В общем, она из Китая. Собирается следующим образом. Здесь у нас топка. Так, это у нас подставка. Здесь у нас будет происходить горение. И в чем интерес, ну, в крайней мере для меня, именно в этой горелке, в том, что здесь у нее двойное дно, двойные стенки. Вот если вы можете заметить, что она вставляется сама в себя. И по теории, когда она разгорится, горячий воздух будет нагреваться, будет около этой стенки воздух, который будет поступать. Он идет в топку, здесь идет огонь, пламя, и еще плюс, благодаря вот этим дыркам, которые внутри находятся, она будет как бы дожигаться. Вот эти дырочки
они будут позволять такой как бы делать дожик. Теоретически это должно быть достаточно эффективно. Ну, посмотрим. Для розжига возьмем самые мелкие ветки. Вообще я бы, наверное, сделал так. Да, можно было, наверное, молодые березки особо не жалеть. Тоже чуть-чуть взять. Поболее помягче. Это береста немножко жестковатая. Так, ладно, не будем терять время. Сейчас попробуем хотя бы, если будет видно, что есть некий эффект, то продолжим. Если нет, то зажгем все это зажигалкой. Есть такая возможность. Так, ну что, здесь у нас огниво, кресало. Большая температура получается во время высекания искр. Так. Вообще, надо сказать, конечно, все это легко делать вот так вот. Практически в цивилизации, около тепла. Но это лучше, да, чем бывает, показывают. Мы сейчас добудем огонь. Начинаю там тереть палки, пользоваться тем же огнивом. Потом бац, клейка, и уже огонь есть. Мы вам все по-честному. Если у меня не получится, не получится. Я переживать об этом не буду. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы получилось. Так, а еще у меня был вариант. Есть вот такие вот веточки у нас. И тут такие цветочки. Так, и я бы, наверное, еще взял немного сена. Так, поехали. Пробуем. Попытка номер 2. Даже искры перестали идти. Искры дают хорошо. Претензий к огниву нет. Есть претензии к материалам. Так. Бумагу? Бумага, да? Но мы же хотели... Да, вот Виктория предлагает взять бумагу. Но я думаю, мы все-таки находимся в лесу. Или возьмем такой вариант, что была с собой бумага. Не, давай я сейчас этот возьму свежей бересты. Так, какой-нибудь более-менее побольше взять березку. Чуть-чуть возьмем. Так, вот хватит. Мха совсем не видно. Мха нет. Ладно.
В общем, я обещаю, что это будет последний шанс, последняя попытка перед использованием зажигалки. Так. Бумагой? Давайте, да. Если, в общем, не получится. Так, у меня тут уже снимемка. Вообще, можно сказать, эта часть у нас попытка разжечь костер с помощью огнива в минус 35 в тайге. Пусть это будет тайга. Сейчас я взял более тонкую бересту, чем до этого. До этого была прямо очень маленькая, очень жесткая. Так. Ну, погнали. Интересно, может ли огниво замерзать? Тоже вариант. Тоже интересный вопрос. Ага. Я бы на месте бересты уже загорелся. Так, следующий вопрос, вариант, это немного настрогать вот этого материала. Стружкой. Так. О. Так, пошла жара. Надо было сразу так сделать. Вот, век живи, век учись. Не спалить. Сейчас будет склейка. И будет гореть уже большой костер, потому что этот сейчас у нас затухнет, не дай бог. Так, это же полдела у нас. Теперь весь этот вариант нужно перенести. Так, я тут немножко даже опешил от удачного стечения обстоятельств, что у нас получилось. Ой, какой запах хороший, прям как будто летом у костра. Сюда поставим нашу щепочницу. Интересный вариант, как бы нам переложить огонь туда или так сделать. Да, так лучше. Ай-яй. Она выпадет? А, нет, может так вот. Да, кстати, вариант. Я первый раз как бы с этой горелкой сам управляюсь. Все в режиме экспериментов. Так, сейчас. Так, пока я пытаюсь тут перенести огонь в саму непосредственно... Это вообще что за кусок? Непосредственно в саму нашу щепочницу. Да, мы сейчас с вами попробуем вскипятить воды 700 миллилитров на время, а затем натопить снег. Это как бы наша такая основная цель. Так, береста загорелась основная.
Угу. Сложности в переносе огня. Все, я не выжил в лесу этой ночью, друзья. Так, ну что, давайте сейчас уже сложим это все непосредственно в щепочницу. В общем, я свой практический интерес удовлетворил. То есть это возможно. А сейчас возьмем зажигалку. Ага, вот о чем я говорил. Не работает. То есть, если вы оказались в таком лесу, в холодном, если у вас есть с собой зажигалка, она вам ничем не поможет. Ее придется разогревать. Ай. Чеки с магазина. Ну, термобумага, ну. А, теплая зажигалка? Кинька. Ох ты, как горит-то. Да что ты будешь делать? Сейчас напишут, чему вы учите людей. Друзья, ни в коем случае не повторяйте. Не разжигайте этот. Я сейчас найду что-нибудь в машине. Масло. Топливо. О! Все, какой-то... Я нашел какой-то договор. Ну, старый. А так в целом у меня нормально. Я весь в копоти же. Да уж. О, это загорелось. Так. Не совсем хорошее место я выбрал. Прямо. Вообще, для хорошей работы, да, для стабильной вот этой горелки щепочницы, ей нужно разогреться. Разогревается она. Сейчас посмотрим, сколько. Ну, несомненно, удобство, что вам не нужно там заготавливать дрова и так далее. Конечно, согреться с этой штукой будет очень сложно. У нас же жена возмущается. Договор большой. Там еще есть. Слишком я с этими всеми движениями слишком сильно перегрузил
нашу горелку. Что такое-то? Вот так. И, видимо, тяга пропала. Друзья, это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. И зимой у нас ничего не получилось. Испытано на себе. Делаем другим образом. Делаем все по-правильному. Обнуляем на счетчик, друзья. Да, еще раз хотелось бы повторить, друзья, да, чтобы вы не повторяли ни в коем случае все это, да. Это все чисто ради эксперимента. Здесь у нас машина рядом теплая. Все под контролем. А вот так в лесу, конечно, заниматься тем, чтобы накипятить воды, таким никто не будет заниматься никогда. Вот так вообще сделаем. Давай, давай. Тракторист уже 2 раза туда-сюда съездил, думает, что тут делает. А мы еще даже огонь не разожгли. Пошла. Лучшая горючая — это береста. Да? Если березок не было, мы бы даже и с помощью огнива ничего бы не получилось. Так, дымом пропах, а мы еще даже воду не ставили, да? Так, ну сейчас, слава богу, да, у нас уже есть кое-что, уже горит наша щепочница. Вот обратите внимание, да, ну я же не просто говорю, что на улице холодно, это реально холодно. Уже такой иней, минус 35. Сейчас, мне кажется, мы уже закончим, когда тут будет просто светить только огонь. Не прошло и получаса. Приступаем к нашей второй части эксперимента. Если кто-то только к нам присоединился, выходит, мы с вами поняли, что теоретически с помощью бересты и огнива можно развести огонь. Просто в нашем случае как бы я не успел его поддержать. Вот, и больше думал о том, как перенести его непосредственно в щепочницу. В комплекте идет еще вот такая штучка. Да, 2 пластины. Ставим вот так. И это, конечно, надо было сделать до. Но мы сделаем сейчас вот так вот. Подача топлива производится у нас сбоку. Я думаю, хорошо было бы вот такой уровень огня держать, не проморгать его. Сейчас есть пока возможность закинуть кое-что сверху. Я бы, наверное, даже взял березку. На березе больше доверия. Так. Вода у нас. Ну, я думаю, градус 15, наверное. Почти комнатная. Так, нальем 700 миллилитров. Почему 700? Потому что здесь 710 отметка есть. Если что, можно еще добавить там 200. 200? Нет, 700 миллилитров. По идее, надо было замерить на литр. Так, сейчас был бы залет. И ставим на нашу плитку. Надеюсь, она... Тут тоже нюанс, не учел. Стоит она на мерзлой земле, которая
А, уже горячо. Ну ладно. Так, поставим. Надеюсь, не упадет. Так, время пошло. Сейчас засеку. Поехали. Без крышки. Давайте так сделаем. Хотя по уму надо было, конечно, поставить крышку. Но таким образом мы кладем дровишки в нашу топку. Я так думаю, что если, например, в костре у вас, да, в мороз, еще как-то можно там добавить жару, и остальные дровишки уже будут хорошо гореть. То здесь что-то с этим проблема. Я хочу чай. Срочно надо найти сухие дрова. Ну, я так понял, вообще в целом щепочница — это такая вещь, к которой нужно привыкнуть. Например, вот так вот в костер же мы никогда постоянно не подкидываем дровишки. Тут из-за того, что это щепки, они должны давать хороший жар, но сгорать очень быстро. Тут система дожига, мне кажется, сейчас вообще не работает. Все. Ой. Все, я так понимаю, мое дело сейчас просто наламывать веточки и закидывать туда. О, дело пошло. Ну, надо, да, познакомиться, соответственно, с прибором поближе. Так. Так. Ну, вода уже вроде как пар идет. Вообще, наверное, если около костра делается поленница дров, то у нас будет щепочница. Такой запас, который будем подкидывать. Вот здесь видно, что там, где идет подача, уже падает дровишки, уходят вниз. Можно подкинуть следующую порцию. Вообще, конечно, надо найти этот ритм, в котором предпочтительнее это все делать. Тем временем у нас уже прошло 9 минут. На самом деле для ну, вот газовой горелка литр примерно, ну, хороший результат минут 6-5 вскипятить. А у нас уже 9 прошло, но будем учитывать, что здесь пламя не постоянное, то есть я отвлекаюсь, отхожу. Вот, но уже видно пузырики. А? Нет еще? Че не видно? Пузыри маленькие пузырики на дне показались. Так, промежуточное время у нас сейчас уже перевалило за 10 минут 50 секунд, 11. Практически вода у нас пузырится. Ну, кстати, обратите внимание, друзья, да, вот сейчас я уже вижу, по сути, что есть вот это все-таки польза от этих боковых дырочек, то есть идет дожиг. Пламя достаточно интенсивное. Сейчас я попробую. Смотрите, как горит. Вот если видно. Вот так вот. Так, ну-ка. Приподнимем. Вот они как бы задувается. В горелку поступает теплый воздух, который нагрелся между стенками. Но в этом есть свой смысл, конечно. Не зря у нее такая форма. Тем временем у меня самое время подкинуть. Так,
это уже, по-моему, 4-й раз я докидываю щепки. Если я не ошибаюсь. То есть примерно, если так взять по статистике, раз в 3 минуты нужно пополнять щепочницу, чтобы она функционировала хорошо. Время стоп 13:52. Ну, 14 минут для 700 миллилитров воды у нас. Водичка закипела. Я уже настолько проголодался, что хочется заварить. Да? Нужно себя же поощрить, так сказать. Не мусорим. Главное не пролить воду. Так, водичка у нас закипела. Ух. Дошек. Еще на чай хватает. Сейчас она скатится. Ставит. Да, друзья, ну давайте, пока заваривается доширак, попробуем все-таки на уже разгоревшейся горелке нашей щепочницы. Все-таки мы же ради этого пришли, да, надо идти до конца. Попробуем натопить снег, что более-менее правдоподобно. То есть, имея в руках только котелок, кружечку в нашем случае, и щепочницу, сколько времени уйдет на то, чтобы растопить. Давайте хотя бы не 0,7, а 0,5, пол-литра воды. Так жалко выливать. А там термос у нас был, да? Давай туда залью. Катастрофа. Но нет. Видите, она уже, горелка, набрала свою жару. То есть буквально кинул туда сухие, как я уже понимаю, дровишки. Пусть они так стоят. На старт. Внимание, марш. Первый снег возьмем так. А в целом для чистоты эксперимента, в то же время, да, у нас уже темно, уже что-то прям прохладно, не очень комфортно сидеть на коленях, надо было чуть подготовиться к этому моменту, да, это было вот так. Вот, ну, мы с вами сейчас наглядно посмотрели, за сколько времени у нас закипает вода. Вот, сейчас в этот момент я предлагаю сделать так, немножко сократиться. И вот как только закипит вот эта часть снега, то есть тут примерно полтора котелка. То есть сначала первый был, первый раз до краев, и потом, когда половина осела, я еще добавил снега. Вот сейчас посмотрим, это, наверное, ой-ой-ой, это еще помогаю. Это, наверное, будет очень малый объем, но тем не менее тоже будет интересно. Так, надеюсь, мы впишемся в те же хотя бы 10 минут. Выпуски у нас обычно бывают там все в движении, а тут я сижу в одном месте, статично. Это достаточно необычно. Так, снег у нас даже не видно, вроде растаял уже. Нет, еще есть остатки. Ну-ка, попробуем доширак, заварившийся при минус 35 градусах. В целом вроде неплохо. Консистенция стандартная. Попробуем на вкус. Кажется, много пара, да? Я не планировал в этом выпуске кушать, но получается, что практически в каждом выпуске я что-то ем. Ой, как это вкусно! Что такое на природе? Просто, по-моему, уже закипает. Кстати, да, закипело. Друзья, это свершилось. 8 минут, и вода
вода кипит. Так, сейчас я к вам поближе покажу. Опа. Так, 8 минут нам понадобилось на то, чтобы накипятить снег. Напоминаю, что полтора раза заложили. Если у нас здесь 473 миллилитра, то где-то стакан воды. Стакан воды за 8 минут снега. Натопить на кружку чая. Такое себе, но тем не менее. Друзья, ну что, значит, экспериментально доказано, что на этой горелке, на щепочнице за 8 минут можно накипятить где-то примерно стакан водички, 200-250 миллилитров. Конечно, такое себе развлечение, но тем не менее имеет место быть. Тем более, что сегодня очень холодно. Вот. Такие морозы. Сейчас хочется уже сесть в машину и поехать, как говорится, домой. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч, друзья! Испытано на себе.